эфире программа «Актуальное интервью». В студии работает Анастасия Кобзева. Природный парк Ленские столбы получил статус национального парка в августе прошлого года. Это огромная территория площадью более 1 миллиона гектар с уникальным природным фондом. Напомним, знаменитые Ленские столбы были включены в список объектов всемирного природного наследия ЮНЕСКО в 2012 году. Что изменилось в жизни парка со сменой статуса, узнаем у его директора Аркадия Семенова. Аркадий Анатольевич, добрый день. Добрый день. Вот парк охватывает территории сразу нескольких районов нашей Якутии. А как вы взаимодействуете с местными властями? Ну, в принципе, вы правы, действительно, территория парка у нас расположена в границах 3 муниципальных районов. Это Хангаласский, Алекпинский и Алданский район. Взаимодействие как и с главами района, так и с главами муниципальных образований у нас, в принципе, поставлено очень хорошо. Мы, в принципе, отрабатываем. И во время периода противопожарного периода у нас ежегодно заключаем соглашение на мобилизацию жителей данных наследов, а также взаимодействуем по экопросветительской работе жителей данного наследия. В принципе, все жители активно участвуют в жизни парка, в том числе и в развитии туризма. Вот со сменой статуса прошло уже полгода. Можно уже сделать какие-то результаты, подвести какие-то итоги? Вы знаете, я бы не сказал, что у нас произошла смена статуса. На сегодняшний день парк является государственным бюджетным учреждением Республики Саха-Якутия. Вы правы, действительно, полгода назад вышло постановление правительства Российской Федерации о создании национального парка. Второй шаг – это мы на сегодняшний день ожидаем выхода распоряжения председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева о создании федерального государственного бюджетного учреждения. Я уверен, что буквально до конца этого месяца или начала первой декады февраля данное распоряжение о создании федерального государственного бюджетного учреждения национальный парк Ленские столбы выйдет и начнется процедура создания данного федерального учреждения. Но какие изменения? Изменения на самом деле мы, как я и ранее говорил, ждем значительные. Это, конечно же, на сегодняшний день и совместно правительством республики и нашим Министерством экологии и природопользования лесного хозяйства республики проведена огромная работа с Министерством природных ресурсов. На сегодняшний день я хочу сказать, что предельная численность штатного расписания, которое будет в новом ФГБУ уже по проектному финансово-экономическому обоснованию нового федерального учреждения, составляет 64 единиц, а не как это вдвое больше, чем на сегодняшний день. Плюс финансирование, которое запланировано на 2019 год, на сегодняшний день составляет около 59 миллионов рублей, в том числе на выполнение государственного задания и оплату труда работникам сумма у нас 44 миллиона 800, ну и около 13 миллионов 860 тысяч рублей это на приобретение техники, укрепление материально-технической базы нового учреждения. А вот для сравнения, вот как республиканский парк, сколько вы получаете в год? Ну, на сегодня в объемах, если смотреть 2018 года, это чуть более 17 миллионов рублей. То есть суммы отличаются, да? Значительно? Да, есть изменения. А как будет укрепляться материальная база? Ну, во-первых, мы себе поставили приоритеты, какую технику и что мы будем закупать, что нам необходимо на первый год. Во-первых, у нас финансирование распределено на 3 года. Вот так как, если вот, допустим, на 2019 год у нас около 50 миллионов, то на 2020 год у нас заложено также 45 600 плюс 16 600. Это порядка более 60 миллионов рублей. В 2021 году эта сумма увеличивается там 46 600 и 32 миллиона практически на приобретение. Да. Поэтому здесь мы в первую очередь, бюджет у нас рассчитан на 3 года. И мы в этом году, то, что нам вот на 13 миллионов, какую технику первую необходимо, мы сейчас тоже поставили приоритет, что будем необходимо нам купить для обеспечения
охраны нашего природного культурного объекта. В этом плане, конечно же, вертолеты и так далее мы покупать не будем. Мы будем оснащать наших инспекторов теми средствами, которые необходимы для сохранения нашего уникального объекта. А, кстати, кто сегодня следит за состоянием парка? Вот хватает ли лесничих? Ну, насчет лесничих, у нас в штате сегодня 32 единицы. Из них 20 – это инспекторский состав. 20 человек, они осуществляют огромный объем работы. Территория на сегодня составляет 1 миллион 350 тысяч гектар. Конечно, работников не хватает. Так как штата лесников, так как у нас нету как такового, то наши инспектора, есть инспектора, которые имеют образование лесника, и они осуществляют параллельно те задачи, которые поручены, выполняют эти задачи. Но в новой структуре у нас и предусмотрен и штаты лесников, и биологи, и научный отдел у нас предусмотрен. Поэтому я уверен, что в ближайшее время парк будет иметь тех соответствующих специалистов, которые необходимы для более такой плодотворной работы. Вот на сегодняшний день очень многие хотят посетить Ленские столбы. Вот как меняется туристическая инфраструктура? Ну, насчет развития туристической инфраструктуры у нас это серьезный вопрос на самом деле. У нас очень много есть проектов всевозможных. Мы сейчас отрабатываем также и с правительством республики, с Министерством предпринимательства и развития туризма нашей республики в том, чтобы все эти вопросы решить. Но здесь одной инфраструктурой вопрос развития туризма в целом не решить. Это очень такой обширный вопрос туризм. Поэтому здесь я уверен, что правительство республики предпримет все необходимые мероприятия, чтобы туризм не только развивался у нас отдельно взятом в нашем парке, но и во всей республике. Что касается нашего парка, то мы в этом году те запланированные мероприятия, которые мы поставили приоритетом выполнить в этом году, мы их будем выполнять. Дороги к подножию Ленских столбов, как мы пробивали в течение последних 2 лет, мы в этом году пробьем, это однозначно. И дополнительно я хотел бы сказать, что мы в этом году запланировали также пробитие дороги до Бизонария, чтобы очень много гостей за последний год имели желание посетить наш Бизонарий, посмотреть бизонов, поэтому мы в этом году приняли решение и также поставили приоритетом все-таки содержать и пробить эту дорогу. Я уверен, нам и район наш поможет, и Министерство транспорта уверен, что поможет в этом плане. И мы все-таки пробьем эту дорогу и дадим возможность нашим туристам и гостям посмотреть наших бизонов. Что касается реализации проектов, это вопрос, конечно, очень серьезный. Сейчас мы ищем партнеров, переговоры ведем о том, чтобы развить инфраструктуру. Да, на сегодняшний день очень много вопросов, но мы уверены, что в ближайшее время парки мы построим ту соответствующую инфраструктуру, которая должна отвечать всем требованиям не только нашего времени, но и международным стандартам. Мы должны построить очень качественные, комфортабельные домики для наших гостей, качественные визит-центры и предоставить все комфортные услуги для туристов любого уровня. И это является также одним из приоритетов развития нашего парка. А какие виды деятельности разрешены на территории парка? Охота, рыбалка, может, сбор дикоросов? Ну, на территории парка у нас делится на 5 зон. Есть зоны, где любая деятельность вообще запрещена. Это заповедная зона. Также у нас есть зона особой охраны, где также деятельность, кроме научных исследований, тоже запрещена. Зона рекреационного использования. В данной зоне, да, это развитие туризма, предоставление каких-то индивидуальных предпринимательских услуг и так далее.
Ну и хозяйственная зона, хозяйственное использование, это где наши объекты инфраструктуры находятся, кордоны и так далее. И, конечно же, зона традиционного предпользования. Что касается сбора дикоросов, то на сегодняшний день все ближайшие жители ближайших наследников, которые собирали и ягоды и так далее, они до сих пор продолжают собирать. Что касается охоты, то это, конечно же, совсем такой другой подход, более жесткий подход, потому что у нас территория особо охраняемая природная территория. Да, это традиционные виды деятельности, жители наследников тоже сделали, но у нас есть соглашение с жителями наследников, и у нас порядка 40 охотпользователей, которые занимаются спортивной охотой со установленными законом сроки. По рыболовству, конечно же, есть проблемы небольшие, но проблемы, связанные не с тем, чтобы выдача разрешений, проблема с тем, что у нас, к сожалению, всю рыбу, которая у нас на ботах была, к сожалению, у нас ее уже с каждым годом все меньше и меньше. И на сегодняшний день у нас тоже одна из таких приоритетных задач. Мы хотим возобновить водные биоресурсы, находящиеся именно на малых реках. Это Ботома, Синяя. Для этого мы будем, наверное, просить наше научное сообщество, чтобы оно составило соответствующие документы для того, чтобы как-то ограничить либо норму вылова установить для этого. А как ликвидируются последствия большого и труднодоступного пожара, который произошел летом 2017 года? И как вообще в целом обеспечивается противопожарная безопасность леса? Ну, да, действительно, у нас в 2016, наверное, был такой тяжелый год. В 2016 году летом у нас произошло 4 пожара, 2 из них было очень крупных. На сегодняшний день, конечно же, я не могу сказать, что мы какие-то средства тратим на восстановление того лесного массива, который был уничтожен этим стихийным бедствием. Но я уверен, что в статусе федерального парка мы уже приложим все усилия и, конечно же, будем выбивать соответствующие средства на восстановление того лесного массива. Что касается на сегодняшний день, то оно идет восстановлением, самовосстановлением. Что касается вопросов по именно доступной саночистке, вырубки лесов, это очень много вопросов задают жители. Он стоял давно. И если, допустим, год-два назад мы практически санитарной вырубкой лесов имели право заниматься только специализированные организации, и там достаточно такой жесткий регламент был, там объявление конкурсных и так далее, то вот с изменением в законодательстве Российской Федерации сейчас санитарная вырубка лесов, процедура намного упрощена, и я уверен, что жители ближайших лесов для использования леса как для истопления в печи, это возможно будет устроить в ближайшее время. Что касается подготовки к пожароопасному сезону, это одна ежегодная из приоритетных таких задач наших. Поэтому из года в год мы занимаемся этими вопросами прямо с начала года, и уже в этом году поставили себе в планы именно вопросы по организации и подготовке к пожароопасному сезону этого года. Аркадий Анатольевич, огромное спасибо, что нашли время и пришли к нам в студию. Я желаю вам успехов в новом году. А я напомню, что это была программа «Актуальное интервью». Мы говорили о статусе ленских столбов.